Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие, любимые. С вами снова канал Alive. И сегодня мы с вами погадаем на тему для себя. То есть, что вам нужно вот для себя прямо сейчас. И у нас с вами будет 3 позиции на Таро Виктории Райдас. Видео всегда актуальный момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета, и значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, расклад такой философский, с самоанализом, но он помогает понять, вот, куда лучше сейчас направлять свою энергию. Это очень важно. Так, вскрываю нашу колоду. И пока я буду перемешивать колоду, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ставьте лайк этому видео. Также подпишитесь еще на 2 моих канала. Школа Таро Альвиен и Гадание, заговоры, ритуалы Карина. После просмотра видео обязательно пишите комментарий. Это очень важно. Первая карта будет показывать вас сегодня. Кто вы? Кто пришел ко мне на расклад? Давайте посмотрим, что высшие силы хотят нам сказать. Те, кто смотрят видео с самого начала, получают послание высших сил. Итак, вышла карта «Отшельник». Вы знаете, карта «Отшельник», она показывает, что если вы будете заниматься самоанализом, если вы будете углубляться в духовность, быть ближе к Богу, поработаете именно со своей душой, то, соответственно, в жизни у вас будет очень положительное изменение. Карта показывает, что отшельник, он первопроходец, он освещает себе путь, но потом за ним идут люди. И, соответственно, за вами тоже кто-то пойдет, и вы осветите путь для других людей. Главное, первое, это осветить путь именно для себя. Хорошо. Теперь мы выкладываем 3 позиции с вами. Первая, вторая и третья. Нужно выбрать одну из 3 позиций. Лучше выбирать по сигнификатору. Что значит по сигнификатору? Это когда вы смотрите первую карту расклада каждой позиции и понимаете, вот какая из них ближе к вам. Итак, первая позиция у нас вот такой вот замечательный тигровый глаз. Похож на орех. Вторая позиция амазонит. Это голубой камушек такой вот интересный. И третья позиция у нас это аметист. Такой вот полосатый аметист. Итак, первая, вторая, третья позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я убираю в сторону. Итак, наш тигровый глаз. И первая карта, в каком аркане вы сейчас находитесь. Ух ты, императрица. Вы знаете, такая очень интересная карта. Вот, даже если с 2 сторон ее смотреть, она с обеих сторон положительная. Здесь императрица – это солнце, а здесь императрица – это звезды. Да? Вот день и ночь, можно сказать. Очень интересно. Вы знаете, карта показывает женщину, женскую энергию. Очень много женской энергии. И, соответственно, если вы мужчина, то в вашей жизни сейчас очень много женской энергии. Может быть, в вашу жизнь идет женщина, которая для вас судьба, да, является судьбой. А может быть, какая-то женщина уже занимает центральное место в вашей жизни. Если вы женщина, вот она, ваша женская энергия, ваша женская суть. Карта показывает беременную женщину, а это значит, что, может быть, у вас на жизнь идут какие-то планы, и вы хотите эти планы, так скажем, родить, притворить в жизнь. А может быть, вы сейчас просто сосредоточены на доме, на семье, на том, чтобы заботиться о ком бы то ни было, да, о детях, о муже, вот, или о коллективе на работе. Конечно, эта карта, она такая, знаете, она такая добрая. Она всегда показывает, что человек такой вот плавный,
мягкий, приятный, да, не сильно активный, наоборот, больше в пассивную сторону. И старается все решения принимать вот как-то вот, ну, с помощью, во-первых, сердца своего, да, а во-вторых, заботясь о других. То есть вы живете не только для себя. И совершенно точно, конечно же, это карта процветания. Поэтому, если вы еще не процветаете, то скоро обязательно будете. Обычно она привлекает богатство. Хорошо, давайте теперь будем наш расклад анализировать, да? Это очень интересно. Вот смотрите, давайте подумаем, почему вы в последнее время меньше уделяете внимания своим потребностям. Потому что вы же обратились, да, вот не знаете, чего вы хотите в жизни, вот чего. Что вам нужно-то прямо сейчас в жизни, на что больше всего обращать внимание в вашей жизни, да? Вот давайте посмотрим, вот почему вы меньше уделяете себе внимания вообще, в принципе, по какой причине. В чем причина этого, да? В чем причина этого? Так, почему вы меньше уделяете внимания? Вышла карта Маг. Ну, скорее всего, есть кто-то, кто перетягивает все внимание на себя. Вот человек. Человек, именно кто-то. Вообще, маг – это мужская фигура, и этот человек может иметь такую очень сильную мужскую энергетику. Это может быть, допустим, для женщины сын, муж, начальник, но очень активный человек. А для мужчины это может быть тоже мужчина, или просто какие-то рабочие дела, которые требуют всего вашего внимания, да. Вообще, карта Маг, она показывает, что у человека есть все возможности воплощать задуманное в жизнь. Главное, чтобы он знал, чего ему нужно-то на самом деле, а вы вот как будто бы не совсем знаете. То есть у вас есть сила, у вас есть энергия, да, но вы не знаете, как ее правильно применить. То есть у вас буквально есть и творческая энергия. И вы в последнее время вот как будто бы разбрасывались этой энергией, понимаете, вот не туда ее направляли. То есть причина, по которой вы себе не уделяли должного внимания, она кроется именно в том, что вы просто не туда направили энергию, то есть кто-то переманил вашу энергию, кто-то направил ее в другое русло, в другую сторону, может быть, на себя любимого, на себя самого, да, и, соответственно, вы не питались этой энергией, или ваши какие-то дела, которые требуют решения, не питались этой энергией, а питался кто-то другой. Ну, чаще всего это, вот я говорю, мужская энергия, какой-то мужчина. Хорошо. Ну, может быть, это ребенок. Ребенок тогда вообще замечательно. Но нам и о себе иногда нужно думать. То есть не только о детях. Это не значит, что вы сейчас прямо должны пойти, детей своих бросить, да, бросить, не уделять им вообще никакого внимания, а просто пойти и начать заботиться о себе там, да. Но так ведь тоже не бывает, согласитесь. Вот. Я просто привожу как бы тут вот карту Маг, вот что она может означать, да. И если вы всецело посвятили себя ребенку, всецело, или мужчине, допустим, мужу, или там молодому человеку, ну уже пора остановиться, да, просто пора остановиться. Так, хорошо. В какой области вы просто перестали существовать, да, вот в какой области вы перестали вообще уделять внимание, давать свою энергию, отреклись от нее, а то, что вам было необходимо, да, вот в какой области вы вообще перестали, ну, как вот, осуществлять любые цели. Так, от какой области вы отреклись? Давайте посмотрим. Так, это у нас 9 жезлов. Ну, это ваше личное пространство в первую очередь, вы знаете, защита. Вы отреклись от собственной защиты. Хотя императрица – это карта, в принципе, защищенная, я не могу ничего сказать, да, тут, но, согласитесь, не сильно подвижная. И вы, получается, отрекаетесь от борьбы, отрекаетесь от защиты, отрекаетесь от того, чтобы защищать, допустим, свое мнение. А это значит, что кто-то может, ну, взять и просто пройти на вашу личную территорию, ваше личное пространство, делать, что он хочет, управлять вашими, значит, мнениями, мыслями, и вы как будто бы ничего не можете с этим вообще поделать. Понимаете? То есть наша 9 жезлов показывает, что вы отреклись
от своей защиты, вы не даете туда энергию, вы не даете отпор каким-то трудностям, обстоятельствам и покушению на вас. То есть на ваше мнение, на вашу жизнь, на ваши цели. Понимаете? Кто-то покушается, кто-то, значит, делает, как ему хочется, является эгоистом, да, настоящим эгоистом. А вы и не защищаетесь вообще. Вы туда вот не направляете даже на защиту свои силы, понимаете? Вам как будто бы стало все равно, а защищены вы или нет, а в безопасности вы или нет. Хорошо, давайте посмотрим, а по какой причине вы можете давать себе энергию, по какой причине вы можете начать исполнять свои желания. Есть ли у вас повод исполнять свои желания? Может быть, у вас и повода-то нет? Вышла карта Королева Пентаклей, а повод есть, повод есть. Вы знаете, на самом деле вы хотели бы жить комфортно, быть здоровым человеком, быть защищенным человеком. Императрица и королева Пентаклей очень сродни друг другу в этом плане. Вы хотели бы иметь твердую опору под ногами, вы хотели бы иметь уверенность в завтрашнем дне и, соответственно, богатство и процветание. Да? Вот это очень важно. Хорошую, допустим, работу или финансовое обеспечение, хорошее жилье, дом. Все обустроено. И, соответственно, вот вы хотели бы жить, возможно, в семье, да? Вот любая вот точка опоры для вас, это важно. И, соответственно, чтобы вы жили хорошо, да, вы должны направить свою энергию на свои желания. А вы желаете жить в достатке, быть здоровым человеком, быть прекрасным человеком, особенно если вы женщина, и быть красивой женщиной, и уважаемой в обществе, и чтобы у вас была семья, муж там, да. То есть и вам важно иметь, может быть, даже авторитет в работе, в труде в каком-то, быть хозяйственницей, да, вот этого труда. Бывают такие вот профессии, работы, где ты проявляешь хозяйственность, хозяйственник. Допустим, какое-то учреждение, да, где ты работаешь, ты следишь там за всеми вещами, вот, или ты в бухгалтерии работаешь, или ты там, в магазине товары, да, вот это же тоже хозяйство товара, то есть любой инвентарь. Вам важно проявлять себя в этом плане, да, чтобы вы могли за кем-то, за чем-то следить и заботиться, понимаете? И вот у вас есть причина исполнять свои желания, у вас есть определенные цели, да, вы хотите жить хорошо и качественно. То есть у вас эта тенденция никуда не ушла на самом деле. Может быть, вы просто теряете себя, но это никуда не ушло. Хорошо, что сейчас нужно вашему телу? Давайте посмотрим. Что нужно вашему телу? Именно потребности тела. Семерка Пентаклей. Вообще, семерка Пентаклей – это карта, показывающая, что человек что-то взращивал и потерял много энергии при этом. Значит, вашему телу нужен возврат энергии, то есть отдача, набор энергии, да? Также семерка Пентаклей – это земная энергия. Как вы видите, здесь есть плоды. А значит, вашему телу как будто бы не хватает каких-то витаминов в пище. Вот не просто пища, вот наесться, да, многие закидываются сладким и думают, что все минералы, там, микроэлементы восполнены. Нет, здесь именно не хватает вот какого-то как витамина, микроэлемента, да, тут у нас именно яблоки, значит, может быть, какой-то клетчатки, фруктов, там, я не знаю. Вот что нужно восполнить, но оно не через просто какую-то пищу, а именно нужно последить за питанием, чтобы это питание было правильным, чтобы оно было правильным. Вот энергии не хватает, и именно какого-то элемента не хватает в этом теле, понимаете, элемента. Вот, вы как будто бы не получаете должного результата от чего-то. Что сейчас нужно вашей душе? Давайте посмотрим, что сейчас нужно душе. Чего ваша душа желает, какие потребности у нее есть. Туз мечей. Но ваша душа, она желает правды. Вот в первую очередь это правда.
Во вторую очередь это какие-то сообщения, вот что для вас было бы важно получить, какие-то разговоры и сообщения. То есть туз мечей, он часто показывает в жизни некий прорыв, активную часть, да. Он часто показывает, что человек имеет хорошую идею, но и часто он показывает, что человек дождался, вот дождался, допустим, чего-то, звонка, разговора, сообщения, известия, может быть, дождался, бумаг каких-то дождался, да. То есть, наконец-то пошла активная фаза, решительные действия после того, как вы что-то получили. Вот ваша душа этого очень желает. Что-то кардинальное. Вот как будто бы решение проблемы какой-то, обретение ясности, может быть, избавление от любых иллюзий, то есть обретение правды. И, конечно же, вот сила, вам нужна сила, вашей душе нужна сила, и как будто бы, ну, допустим, рациональное решение принять, да, вот в любой ситуации можно действовать не поддаваясь там эмоциям, да, а, допустим, принять именно рациональное решение, разбить проблему на части и проанализировать ее. Вот ваша душа именно этого желает, чего-то вот такого кардинального. Хорошо, а что нужно сейчас вашему разуму? Что нужно сейчас вашему разуму? Ага, рыцарь жезлов, рыцарь жезлов. Ему нужно вашему разуму раскачаться и как можно больше активничать. Вот вы знаете, рыцарь жезлов, он показывает какие-то поездки, дальние города, страны. Он показывает и иногда гости, получение посылок. Вот как будто бы вашему разуму не хватает активности и не хватает впечатлений. Именно вот дорожных впечатлений, каких-то новых мест, событий, писем, посылок, посыльных, гостей. Не хватает человеку впечатлений, общения. Рыцарь жезлов – это также мужчина. Может, ваш разум активируется, если вы пообщаетесь о своих делах, о своих проблемах с каким-то мужчиной, поговорите с ним, да, с другом, если вы мужчина, если вы женщина, ну пусть даже тоже с каким-то приятелем или просто человеком, который умеет активно общаться, жестикулировать, возможно, знака огня или с асцендентом в огне. Вот вы знаете, бывает такое, что нам не хватает общения, особенно в последнее время, особенно живого. Особенно, когда вы с кем-то встречаетесь, пьете кофе, и вот хотя бы вот пусть полчаса пожестикулировать, покричать там, да, что-то очень явно обсуждая. И, соответственно, это уже приведет вас вот в другую позицию жизненную. Вот. Получается, смотрите, вам нужно сократить использование вашей энергии в одну сторону и направить свою энергию, побаловать себя, да, в другую сторону. Давайте посмотрим, вот в какую сторону вам сейчас вообще энергию направлять не надо, да, а в какую надо направить. И тогда мы поймем, вот, что вам нужно в жизни, да, что вам нужно. От чего мы сейчас отрекаемся, что вам не нужно, больше не надо, да, паж пентаклей. А надо, что получается, куда направлять силы-то? В туз кубков. Вот смотрите, как интересно. Паж пентаклей – это такой ухаживающий персонаж, да, за всеми ходящий. И, соответственно, он постоянно услужливый такой, да, вот услужливый, добрый, услужливый. Постоянно, если его позывали, он сразу бежит, вот, и все для всех делает. Вот он все для всех делает. С ним начали говорить, он сразу же отзывается, да, и бежит на выручку. Вот вам сейчас сюда направлять энергию ни в коем случае нельзя. Вы знаете, быть услужливым, там, да, постоянно за всеми бегать, это уже нельзя. Вот паж пентаклей – это персонаж, который может означать ребенка на самом деле, но ваш ребенок, может быть, переел вашей энергии, если у вас есть ребенок. Он слишком переедает вашей энергии. И вы очень беспокоитесь, может быть, о ребенке, о детях, но этого не стоит делать. Иногда детям нужно давать свободу. Их нужно отводить, наоборот, к ребятам, чтобы они играли с ребятами. А вовсе не делать так, чтобы они сидели и держались там за ваши штаны или за вашу юбку.
Соответственно, если это вдруг ребенок, то туда нужно поменьше энергии давать. Я не говорю, что всю забрать. Но вы как-то перебор делаете, да? Если это не ребенок, если это, допустим, ваша услужливость, ваша заботливость излишняя, нужно перестать. Вы слишком за всеми бегаете, вы слишком за всеми подтираете, вы слишком сразу же бежите на выручку. Если люди там что-то, какие-то у них есть потребности, может, хватит. Вот смотрите, что такое туз кубков? Это творчество, это любовь. Может быть, вам нужно направить свою энергию в сторону любви, в сторону того, чтобы уметь любить, чтобы вообще влюбиться. Вы знаете, туз кубков – это все эмоции через край. Нужно выпустить свои эмоции. Вот что нужно вам прямо сейчас – любовь. Любовь, как можно больше любви, как можно больше красоты, восхищений, впечатлений. Вот знаете, вот вообще это эмоционально заряженная ситуация какая-то в жизни, да? То есть вам нужны позитивные эмоции. Направьте все внимание на то, чтобы получать позитивные эмоции. И, конечно же, вот эта влюбленность или, может быть, какая-то даже, не знаю, восторженность вам очень нужны. Вообще нужно научиться признавать и принимать свои эмоции. И, конечно же, воображение, интуицию включать. В том плане, что, может быть, у вас есть какой-то, там, не знаю, гениальный проект внутри, а вы его еще не осуществляете, да? Действуйте активно, постарайтесь вмешиваться в ход своих жизненных событий, то есть продемонстрируйте волю, решимость и доверяйте потоку жизни, то есть принимайте дары Бога. Вот. Устраивайте праздники, торжества, может быть, какие-то, вечеринки, я не знаю. Вот куда надо направить энергию. Вашу радость, вашу влюбленность, вашу жизнерадостность. А вот услужливость, конечно, пока лучше оставить. Вы слишком заботились о других. Ну, вот такая у нас первая позиция. А мы идем с вами дальше к позиции номер 2. Что вам нужно прямо сейчас в жизни? Что вам нужно? Вот вы даже не знаете, в чем вы нуждаетесь. Карты Таро знают, а вы не можете правильно проанализировать. Наш амазонит. И, значит, первая карта, кто пришел на расклад, да? На расклад пришла 8 жезлов. Вообще, 8 жезлов – это такая карта очень активного человека. Он буквально распыляет свою энергию туда-сюда, да? Вот он прям пышет этой энергией, и ее у него много, у этого человека. Вот вы очень энергичный на сегодняшний день человек, который предпринимает очень много различных действий. И, соответственно, вы хотите чего-то добиться, достичь. У вас есть цель, и вы бьете по этой цели. Конечно же, вы как можно больше стараетесь общаться, разговаривать с людьми и выходить на контакты, заводить знакомства. Вообще, сама по себе 8 жезлов символизирует настоящий момент времени, здесь и сейчас. Вот я здесь и сейчас буду жить, да, вот у вас такая политика. И, конечно же, у вас как будто бы, ну, как неожиданные события могут происходить в жизни. Также вы направляете внимание на что-то одно, скорее всего. Всякие случайные неслучайности, да? Неслучайные случайности у вас происходят. Вот. Но вы поторапливать пытаетесь эту жизнь в каком-то смысле. Вы куда-то торопитесь, а торопиться-то, наверное, все-таки не надо. Вы слишком поспешны, вы слишком импульсивны, как будто бы. И, с одной стороны, да, вроде бы благоприятно добиваться своей какой-то цели одной, но нужно ведь и обращать внимание на окружающую действительность. А вы как-то вот немножко в этой цели, может быть, потерялись или даже мы не знаем, а вы правильную цель поставили или ложную, мы же не знаем с вами. Вот. И, соответственно, мое мнение здесь, что вам нужно как-то пересмотреть, потому что вы уж больно торопливы, вы торопыга, самый настоящий торопыга. Хорошо, давайте посмотрим, вот какая причина, почему вы в последнее время своим потребностям уделяете мало внимания. Вот почему вы себе уделяете очень мало внимания в последнее время. Вы направили все силы куда-то, а почему вы себе не уделяете внимания?
И вышла карта умеренность, умеренность. Ну, вы знаете, вот такое ощущение, что что-то не двигается. Уж больно вы хотите это сдвинуть, да? Вы слишком привязались к чему-то. И, соответственно, вы отпустили все остальное, то, что вам кажется будто бы неважным. На самом деле вам уже давно требуется настоящее исцеление. Вам уже требуется исцелить и душу, и сердце, и здоровье, но вы этого не понимаете. Вот вы знаете, здесь у нас уже ангел-хранитель встает перед вами и говорит: я уже тебя защищаю, потому что ты на себя вообще внимания не обращаешь. Ты не борешься за свои идеалы, за свой организм, за свои цели, за свои потребности вообще. Ты плывешь по течению. Почему? Потому что тебе кажется, что ты не можешь ничего изменить вообще. Вот по поводу тех проблем, которые у тебя есть, ты не можешь их изменить. Но есть что-то, что ты как гору пытаешься толкать, а оно никак не сдвигается. И ты не можешь найти золотую середину. Ну, чтобы и туда направлять, допустим, энергию на свое сдвигивание, да, сдвигание, и направить на себя. И тебе, получается, нужно даже включать родовую защиту, магическую защиту, ангельскую защиту, потому что ты не понимаешь ничего. Ты не понимаешь, что ты просто взяла там, да, или взял и забил на свое тело. И вообще на свои какие-то желания. Вот как будто бы вы опустили изнутри, понимаете? И причина, она глубоко в подсознании кроется. Вам кажется, что те проблемы, что есть с вашим телом, с вашими желаниями, они просто уже нерешаемы вообще. Что это слишком, ну, если уж и начать решать, настолько будет медленно двигаться, а вы торопыга, да, что лучше забить и забыть. А ведь если вы не решите эти проблемы, это же все может очень плохо кончиться, очень плохо. Вы зря их не решаете, я вам честно говорю. Вы зря в опасную ситуацию себя ставите даже. Вы просто делаете опасность для себя. И, соответственно, что вам нужно? Ну, обратить на себя внимание, естественно. Вот. Хорошо. От чего вы совершенно отреклись? Ну, перестали туда направлять энергию, а надо было. Вот от чего? Куда вы не направляете вообще энергию? В солнце вы не направляете энергию. Вы перестали радоваться жизни. Вы перестали смеяться. Вы перестали быть ярким, прекрасным человеком, солнышком. Вы перестали быть в центре внимания. Возможно, вы не следите за своей внешностью, за своим актерским талантом, за своим самовыражением и творчеством. Вы не умеете наслаждаться жизнью, тем прекрасным, что есть. Умеете ли вы смеяться, скажите мне. Вообще солнце – это детская радость такая, детская радость. Когда ты ни о чем не думая можешь посмеяться, порадоваться и не боишься того, что тебя укусит сзади змея. Вообще солнце – это такая карта. Она всегда показывает человека, достойного того, чтобы быть беспечным, да, и быть счастливым. Вы боитесь вообще своего счастья, вы боитесь быть счастливым человеком. Вам знаете, как кажется, стану я счастливым человеком, меня сразу же кто-нибудь двинет дубиной по башке. Вот вы боитесь счастья и радости, потому что вам кажется, что вы за это будете обязательно наказаны. Вот у вас в подсознании сидит, что только обрадуюсь, меня накажут. Только буду счастлива, меня опять накажут. Какой-нибудь болезнью, какими-нибудь бедами. Вот такое, смертью близких. Вот понимаете, вот вы как-то привыкли страдать очень сильно. И у вас уже психологическая травма от того, что вы страдали. Вам кажется, нет просвета вообще. Однако вы очень целеустремленный человек. Скорее всего, вы направили свою энергию, может быть, на работу какую-то, да? Вот. Да хотите хоть там добиться цели. Вот у вас есть хоть... Или, допустим, в любви, хоть там добьюсь цели. В любви как добиться цели, если вы, извините, даже не приводите себя в порядок? Или приводите, но не до конца, да, не уделяете внимания там здоровью или еще что-то. Солнце – это здоровье. Вы совсем забили про свое здоровье, питание. Солнце – это родной дом, который наполнен любовью, счастьем, детским смехом. Вы туда даже не смотрите. Вот. Хорошо.
Хорошо, энергию вы не направляете на Солнце, а жаль. Давайте посмотрим, какая у вас есть внутренняя причина, чтобы все-таки начать думать о себе. Все-таки начать думать о себе. 8 мечей. У вас есть причина начать думать о себе, потому что вы себя заперли. Вы погрузились в свои комплексы, в свои страхи, в свои недостатки, в свое чувство вины. И чтобы быть счастливым человеком, нужно начать думать о себе. У вас есть потребность в счастье и потребность в том, чтобы вас кто-нибудь спас. Но спасти себя можете только вы, никто вас не спасет. Не ждите вы, что кто-то прибежит и вас будет спасать. Ну не ждите, спасайте себя уже. Вам нужно взять себя в руки. Вам нужно направить энергию туда, куда действительно это необходимо, на себя, на свое тело, на свое здоровье, на свою красоту, на свой имидж, на свою артистичность, на свое умение быть счастливым и радоваться жизни, и не бояться этого. Включите у себя детскую беспечность, радость, вот эту вот, понимаете, вот рискните вы, не бойтесь. Вы знаете, вот когда человек так боится радости, это говорит о том, что да, он в жизни радовался и получал оплеухи, но это не значит, что вы будете до конца жизни радоваться и получать оплеухи, радоваться и получать оплеухи. Вам нужно начать молиться. Вы когда молитесь, Бог дает вам радоваться. Он отпускает вам многое. Просто потому, что вы обратились к Нему, что вы обратили на Него внимание. Куда вы направляете энергию, то растет. Направьте энергию на Бога. Он будет расти у вас в душе. Хорошо, что сейчас нужно вашему телу? Давайте посмотрим. Колесница. Вашему телу нужно куда-то поехать. Ну, правда. Вы скажете, нет, моему телу не надо никуда ехать. Мое тело не хочет никуда ехать, оно хочет лежать. Но это неправда. Вы знаете, вашему телу нужна подвижность, вашему телу нужно, может быть, не знаю, на права пойти сдать, да, вот именно ездить. Или, может быть, освоить какие-то виды транспорта, как велосипед, да. Вашему телу нужно ходить, много ходить. Активность жизненная, вот понимаете, вот подвижность нужна, подвижность, колесница, это подвижность. Причем вам нужно проявить очень большую целеустремленность физической нагрузки. Ваше тело хочет физической нагрузки, и оно хочет впечатлений. Вот вы знаете, иногда наши впечатления отражаются не только на нашем разуме и нашей душе. Они отражаются физически на нашем теле, когда вы испытываете положительные эмоции. Вот катитесь вы на лыжах с горы, да, у вас положительные эмоции. Это отражается не только на вашем разуме, вашей душе, на вашем теле тоже отражается. И, соответственно, ходите в походы, ездите за город, ездите в другие города, бродите там. Вы знаете, вам нужна вот эта вот двигательная активность. Чем больше вы будете ходить, ездить, двигаться, ездить на велосипеде, гонять, не знаю, там, если вы мужчина, на мотоцикле, да женщины тоже гоняют, на машине ездить, еще как-то. Выходить, опять ходить. Вот это вам добавит вашему телу процветания. На самом деле колесница – это только физическая нагрузка. Но не спортзальная, понимаете? Ну не спортзальная это нагрузка. Это именно человек взял, там, не знаю, рюкзак и пошел в поход на 10-20, там, сколько километров. Что сейчас нужно вашей душе? Влюбленные, вашей душе нужна любовь. Это совершенно точно любовь, единство с любимым человеком и любовь к этому миру, к этой жизни, к Богу. Вот просто любовь. Любовь – это состояние души, как вы знаете. Если человек любит, если он влюблен, если он просто наполнен любовью, он процветает. Он дышит, он живет, он хочет чего-то для себя творить, там, украшать свое тело, там, да, оздоравливать, менять там, цвет волос, цвет глаз, и молодеть. Он хочет петь, он хочет жить, он хочет дышать, понимаете? Естественно, вашей душе нужна любовь, просто любовь. И, соответственно, по 8 мечей не ждите, что кто-то вас придет, спасет, полюбит. И насытит, извиняюсь, вас любовью. Не ждите вы этого.
Не ждите вы рыцаря на белом коне, не надо. Вам нужно научиться любить, научиться романтике, научиться тому, чтобы растворяться в этой любви, впечатляться. Вот ищите себе музу. Музу художник очень любит, когда вот он вдохновился этой музой и рисует картину. Пока музы нет, никакой картины не будет у этого художника. Понимаете? А вам нужно наладить свое здоровье, а вам нужно наладить умение быть счастливым человеком и радоваться, и привести себя в порядок. И значит, что вам нужно просто обрести музу. Музу, и вы сотворите все это. Хорошо, давайте посмотрим, а что нужно вашему разуму. Тройка жезлов. Ему нужны планы. Вот если у вас есть новые цели, новые планы, вы строите новые планы на будущее, на жизнь, вы считаете, что можете этого достичь, то есть действительно, что это реально, ставите перед собой какие-то новые цели, новые горизонты, переезды там и все такое прочее, новую работу там, да, или какие-то проекты. Все, ваш разум радуется планам. Вот если вы планируете, вы живете, смотрите за горизонт, смотрите вдаль, думайте о будущем. То есть вам нужно научиться думать о будущем, что оно у вас вообще есть. Вы в последнее время, может быть, считаете, что его и нет у вас, этого будущего. В этом проблема. И, соответственно, когда человек думает, что у него нет будущего, как он может жить? Он впадает в депрессию. Многие люди от осознания того, что они там когда-то умрут, когда-то заболеют, когда-то то, когда-то сё. У них есть страх перед будущим, да? Там, а вдруг война, а вдруг еще что-нибудь. И они начинают переставать планировать свое будущее. И думают, что у них его нет. И, соответственно, они впадают в глубочайшие депрессии. Мне кажется, с вами не то, что депрессия, да, цель-то у вас какая-то одна есть, вы сейчас гору долбите, как горняк, да, но при этом у вас почему-то нет планов на свое конкретное будущее. Вам нужно составить эти планы, цели себе поставить и вообще понять, вот, а как вы хотите вот в этом будущем жить. И как вы вообще хотите жить сами по себе. Как бы вы, где бы вы, в какой картине мира увидели себя счастливым человеком. Вот что вам нужно сделать. Хорошо. Теперь смотрите итоги. Что вам точно не нужно, туда больше не надо направлять энергию. И что точно нужно, куда сейчас точно надо направить энергию. Так, что не нужно, это император. Что точно нужно, это пятерка жезлов. Смотрите, вам нужно направить внимание на здоровую конкуренцию, соревновательный процесс и на борьбу. То есть всеми силами вам нужно сделать так, чтобы вы продолжали бороться за себя дальше, были конкурентоспособны, были ярким человеком. То есть то, что вы сейчас делаете, вы очень подвижный, активный человек, вы импульсивный человек, да? Вам нужно добавить именно целей побольше, разных, не только одну, да? И добавить конкурентоспособности. То есть именно работать над собой в плане того, чтобы быть лучше других в своей какой-то вот линейке, да? А не нужно направлять энергию на какого-то мужчину. Вы слишком сосредоточились на этом мужчине, и это может быть ваш начальник, ваш муж, ваш отец, за которого вы, допустим, переживаете, или ваш брат. Вам перестать нужно вообще, вот просто перестать обращать на него внимание. Есть мужчина, который является в вашей жизни неким или авторитетом, или он просто старше вас, или он, как вам кажется, мудрее вас. Вот вам нужно перестать вообще с ним контачить. Думать о нем, общаться с ним. Он забирает слишком много вашей энергии. И вам нужно вот просто его отпустить. Вот взять и отпустить. Мол, не беспокоит он меня больше. И, соответственно, направить свою энергию, очень сильно направить свою энергию на борьбу.
вы можете бороться на самом деле, но бороться как соревнование. Ну, то есть, как будто бы вы сдаете экзамен, может быть, вам нужно изучить что-то очень тщательно, ну, например, там, не знаю, иностранный язык, какую-то науку, новое направление в работе или еще что-то. И, соответственно, как я вам говорила выше, да, повысить двигательную активность, любить, то есть вдохновляться любовью, именно любовью, не злостью, не агрессией, не ревностью, любовью. И строить планы на будущее, потому что вы прям перестали радоваться. Научитесь радоваться вновь, не бойтесь. Ну, вот такая позиция номер 2. Ой, шарик укатился. А мы идем с вами к 3-й позиции. Что вам нужно? Что вам нужно в жизни сейчас, да? Давайте посмотрим. Гадание онлайн на Таро Виктории Райдас. Так, наш аметист такой интересный. И первая карта – это кто вы, кто пришел ко мне на расклад. Рыцарь Пентаклей пришел ко мне на расклад. Человек размеренный, человек совершенно не романтичный на сегодняшний день, сосредоточенный на работе или карьере, или просто деньгах, но при этом деньги медленно идут к нему. Там, да, поток медленный. Однако медленный, но верный, стабильный поток. Скорее всего, у вас есть там, не знаю, работа, зарплата. Да? Получается, вы насыщены сейчас больше мужской энергией, чем женской. Если вы женщина, возможно, сосредотачиваетесь на каком-то мужчине знака Земли. Или просто на земном мужчине, который вот слишком приземлен, да? Тоже работящий. Вот. Если вы мужчина, вы очень сосредоточены на том, чтобы в жизни заработать, преуспеть в работе, накопить денег, это вам важно сейчас, но все идет медленно. Да вы никуда и не торопитесь, вы более плавно так живете, в жизни у вас мало событий, что у мужчины, что у женщины, мало таких, знаете, всплесков эмоций, жизнь как будто бы сама по себе очень медленная, у вас размеренная, работа, дом, там, не знаю, дом, работа и не более того. Однако есть свои амбиции и желания накоплений. Вот. Ну, для женщины, вы знаете, может такое быть, что вы не на мужчине сосредоточены, а у вас действительно многовато мужской энергии. Такая грубоватая, знаете, энергия. Когда женщина, вот тоже работа, зарплата, дом и пусть даже семья, но она вот как-то вот больше в мужскую сторону направлена. То есть у нее нет яркой внешности, она старается, там, не знаю, пальто, сапоги, вот, штаны. И вот так каждый день, каждый день, каждый день. Понимаете, рыцарь Пентаклей чаще всего об этом говорит. Нет какого-то вот яркого движения жизни. Хорошо, давайте посмотрим, по какой такой причине вы в последнее время не уделяете своим потребностям внимания. То есть, ну, у всего есть причина, да? Вот в чем эта причина кроется? Почему вы на себя перестали внимание обращать, направлять на свои желания, свою энергию? Давайте узнаем. Башня. Причина в том, что что-то в жизни рухнуло, разрушилось. Вы, скорее всего, испытывали глубочайший кризис, возможно, депрессию, и пытались хоть как-то прийти в равновесие, но ничего не получалось. В итоге вы зажили вот такой вот какой-то монотонной, размеренной жизнью, потому что, ну, что-то разрушилось и было очень плохо. И чтобы хоть как-то заткнуть дыру печали, да, вы решили, ну, просто стабилизироваться хотя бы. Вообще, на самом деле, глубоко внутри у вас сидит желание быть счастливым человеком и жить в ярких событиях. Но после того, как вы испытали башню, то есть сильное разрушение и какую-то большую там кризисную ситуацию, вы боитесь вот как руки обжечь. То есть глубоко внутри именно из-за этого все происходит, да, вот что внутри сидит психологическая травма, ну, допустим, от развода, от потери или от увольнения когда-то с работы или еще что-то такое. Хорошо, давайте посмотрим, от чего вы совершенно отреклись и перестали туда обращать внимание, направлять энергию, хотя надо было. Что вы запустили-то в итоге окончательно? 5 кубков. Вы знаете, вы перестали справляться со своими печалями, депрессиями, переживаниями, а просто затыкаете их. Вы как будто бы живете в вечном трауре. Вы не хотите, как будто бы не хотите, отреклись от того, чтобы справляться с внутренними проблемами
и своим депрессивным состоянием. Вы как будто бы живете в вечной депрессии. И вы с этой депрессией взяли и просто, ну, смирились, что ли. Но это не значит, что вы решили проблему, а просто заткнули вот эту, как сосуд с черной жидкостью, да. Получается, что вы разочарованы, глубоко разочарованы, но вы не направляете энергию на то, чтобы справиться с разочарованием. Вы в жизни разочарованы глобально, во всех людях тоже. Карта здесь показывает человека, который убедился вот окончательно и бесповоротно, что все люди плохи. И выбрал среди них самых менее плохих людей, допустим, да, чтобы общаться, или вообще никого. Карты здесь показывают серую жизнь. И жизнь полную каких-то проблем, особенно в прошлом. Соответственно, вы просто с этим, вот как, ну, я просто с этим живу. Вот так вот себя ощущаете. Мол, ну, бороться нет смысла. Вот. Ну, как бы так. То есть на борьбу вы точно энергию не направляете. Какая есть причина для того, чтобы взяться за себя? Все-таки у каждого есть причина взяться за себя. Какая у вас есть? 4 пентаклей. Причина, чтобы взяться за себя. Первое – это выйти из вот такого вот серого положения. Вы понимаете, что серость, она, конечно, привлекательна для вас. Тем, что там более-менее спокойно. Раз там ничего не происходит, значит, там более-менее спокойно. Но яркость жизни нужна каждому для счастья. Уж чего-чего, счастья точно не испытываете. И, соответственно, причина, по которой нужно взяться за себя, это стать счастливым человеком и выйти из этой вот коробушечки, в которую вы себя заперли. Что за коробушечка может быть? Похоже на хрущевку. Реально, похоже просто на хрущевку, в которой вы себя заперли. Вот коробушечка по 4 пентаклей. Вроде есть работа, есть зарплата, есть эта коробка. Понимаете? Хорошо, что сейчас нужно вашему телу? Повешенный. Вашему телу, сразу же говорю, да, это тело, это физический процесс, нужно подвешиваться на турниках. Прям за руки, и если есть возможность, за ноги. Значит, вам нужна флай-йога. Вы знаете, это такое плавное физическое упражнение, но подвешиваются на специальных таких штуках, длинных тканевых лентах, что ли. Вот погуглите, что такое флай-йога, летающая йога, флай-йога. И любое растягивание. Вы знаете, по повешенному вам нельзя телом совершать резких движений. Вам нужно начать с того, чтобы тянуть мышцы, суставы, растягиваться, подвешиваться на турнике, просто висеть. Вот за руки подвешивайтесь на турнике в квартале, во дворе, да, и висите, просто висите. Повисели сколько можете. Минуту смогли? Хорошо. 2 минуты? Очень хорошо. Встали и пошли, да? Можно несколько подходов. Повисели, отпустили руки, постояли. Повисели, отпустили руки, постояли. Растягивание мышц. Вот вам нужна йога или флай-йога, или пилатес какой-нибудь. Вот знаете, что-то, что будет постоянно тянуть все ваши места в теле. Вообще все тянуть будет. Это очень важно для вас. Вы даже не представляете, как. Ваше тело нуждается в растягивании. Вы, скорее всего, занимаете целый день одну и ту же позицию. Попробуйте, если вы работаете в офисе или в одном положении, менять это положение за день. Просто менять его. Посидели в одном положении несколько, допустим, полчаса. Поменяли положение, вытянули ногу, вытянули руку, посидели еще полчаса, опять поменяли положение и так далее. Если вы будете так запускать свой организм, организм не выдержит, я вам честно говорю. Хорошо, давайте дальше. Что нужно вашей душе? Жрицам вашей душе нужно занятие эзотерикой. Вы знаете, до этого душа в других позициях нуждалась и в других вещах совершенно, а здесь именно оккультизм, эзотерика, интерес к потустороннему, к тому, чтобы изучить что-то очень глубоко, достаточно глубоко, чтобы быть в этом настоящим специалистом.
Никогда не беритесь за 3 книги одновременно, а тем более за 10. Есть люди, которые идут в книжный магазин. Ах, я буду заниматься эзотерикой. Сейчас я наберу себе литературы. И вот прям 10-20, вот прям пакет тащит домой. Хоть одну прочитала? Нет, не прочитала. Купите одну книгу, всего одну книгу. Допустим, вам понравилось НЛП, вернее, нейролингвистическое программирование. Очень хорошая штука, кстати, для поднятия тонуса в жизни и для того, чтобы проработать самого себя. Берете одну книгу по нейролингвистическому программированию и читаете ее от корки до корки лучше 2 раза. Таро понравилось? Таро. Берете Нину Фролову с Константином Лаво, да, 1 том. Покупаете. Сколько она там? Рублей 800, да? Покупаете. Ну, или если вы в Европе живете. Ну, кого можно купить? Не знаю. Бансхаф. Вот. И все покупаете и читаете от корки до корки, да, от корки до корки. Можно в электронном варианте, если вы русскоязычные, живете вы там в США, в Европе, там в Украине, еще где-то, да, там скачайте в интернете любого хорошего автора по Таро, читайте, аудиокниги читайте, любую, абсолютно, и все. И от корки до корки, да, или там аудиокнигу от начала до конца, 2 раза можно прослушать. Хотите изучить иностранный язык, от корки до корки, учебник, да, что угодно можно изучить с помощью карты жрица. Но главное взять одну книгу и до дыр ее дочитать, а потом уже другую брать. Понимаете, о чем я? И никогда не переходите к следующей книге, пока вы не дочитали ту, которую взяли, даже если она неинтересная. Вообще, ваша душа очень хочет знаний, но знаний именно каких-то все-таки оккультных. То есть не какой-то просто предмет изучить досконально, хотя жрица и об этом говорит, да, там, но что-то интересное такое. Руны, карты Таро, хиромантия, иридоскопия, там, не знаю, космоэнергетика. Может быть, вы хотите изучить действительно НЛП, может быть, вы хотите изучить, да даже коучинг, психологию, что угодно. Вот. Ваша душа нуждается в этих знаниях, очень нуждается. И в развитии ваших способностей. Она этого действительно хочет. Хорошо, идем дальше. Что нужно вашему разуму? Давайте посмотрим, что нужно разуму. Иерофант. Опять же, вашему разуму нужна книга. Книга, самая настоящая книга и учитель. Вы знаете, вот многие люди самоизучением очень трудно занимаются. Когда им даешь книгу, и они должны ее читать, изучать, им очень сложно встает. И вот ваша душа нуждается в изучении, а разум нуждается в учителе и в книге. И, соответственно, может быть, вы какие-то видеокурсы будете смотреть. Ведь блогер тоже учитель, да? Настоящие учителя, вот, допустим, как вот, если вы изучаете там немецкий язык, да, вот Петров, очень хороший курс у него немецкого, 16 часов. И, соответственно, он на этот курс, он ваш учитель, понимаете? То есть вы любого блогера берете, ну, там, допустим, по эзотерике какие-то курсы, да? Если есть какие-то свободные, просто можете вот прям от начала до конца что-то смотреть. Ну, конечно, поищите там, что подходит именно для вас, да? И назначайте себе этого человека учителем, допустим, по эзотерике, и по психологии, да, там, допустим, кого-то назначили хорошего психолога, кто транслирует на YouTube. И все, и пошли слушать. Вот что вам нужно. Хорошо, теперь куда точно сейчас нельзя направлять энергию, а куда нужно направить? Вот 2 итоговые карты, да? Куда точно нельзя направлять энергию, так это 2 пентаклей. Куда точно нужно сейчас энергию всю направить, так это 8 кубков. Ну, смотрите, дорогие мои, 3-я позиция. Вы энергию на качели больше направлять не можете. То есть любые качели в жизни – это не для вас. Это 1. Любые сомнения, выбор – это тоже не для вас. Это 2. И 3. Выслуживаться, показывать себя, демонстрировать перед кем-то. То есть, возможно, в последнее время вы перед кем-то пытались что-то показать. Ну, допустим, как вы страдаете. Тоже вот многие люди демонстрируют, прям демонстративно показывают, как они живут в сером мире и страдают.
Не надо никому ничего показывать, доказывать, ждать от кого-то чего-то. И особенно скрывать свои проблемы очень тщательно. Вот есть обратная сторона, да, есть люди, которые живут в сером мире и очень тщательно по двойке пентаклей показывают, как они хорошо живут и скрывают свои проблемы. На это тоже вам нельзя направлять энергию ни в коем случае. Кто такая двойка пентаклей? Это вечно работающий человек, да? У него настолько накачаны ноги, что я не поверю, что он работает меньше 12 часов в день. Вот понимаете, вот на эту работу нужно перестать направлять энергию. А нужно направить энергию на то, чтобы уйти, искать свое счастье. Восьмерка кубков говорит, что вы не на своем месте, к сожалению, находитесь сейчас в жизни. Вы не там живете или не по тому совершенно сценарию, в каком вы должны были жить. И вам нужно пойти искать свое счастье, то есть буквально встать и уйти откуда-то. Может быть, вам работа не приносит радости, не ту профессию вы выбрали, не то учебное место, если вы молодой кто-то, да. А может быть, вы выбрали не того мужа или жену. Встаньте и уйдите, найдите в себе силы, это очень важно. И это не говорит о том, что вы встанете и уйдете прямо завтра. Направьте просто туда энергию. Вам нужно спланировать свой уход. То есть нужно понять, а куда вы пойдете, да? То ли вы просто восвояси пойдете искать свою судьбу, есть и такие способы найти свое счастье, то ли вы просто найдете сначала, куда вам уходить, а потом уйдете. Но уйти надо. От той ситуации, в которой вы сейчас живете, точно надо уйти. Карта может означать направить все силы на переезд. Переезд либо хотя бы в другое помещение, либо в другой город, либо в другую страну. Карта говорит о том, чтобы все силы направить на то, чтобы работать по призванию, там, где вы счастливы на работе. Потому что бывают такие люди, которые совершенно несчастливы от собственной работы, понимаете? И вам нужно направить энергию туда, чтобы вот взять и встать и уйти с этой ненавистной совершенно работы и пойти на нормальную, где вы счастливы. Перед этим ее нужно, скорее всего, найти, правильно? Вот. Иногда люди уходят в никуда, чтобы найти работу, но тогда им нужно иметь какой-то финансовый запас. Иногда они тщательно находят себе работу, ну хотя бы направьте туда энергию, чтобы найти, и уходят. Чаще всего они именно так делают, люди, да. Ну как вы поступите, это только ваше право. Можно найти сразу же и работу в другом городе, в другой стране, лучше в большом городе, чтобы вы были счастливы. Возможно, вы живете в маленьком городе в очень серой хрущевке. Вам нужно поменять свою жизнь. Вы знаете, что есть хорошие квартиры, большие дома. Пусть вы даже снимаете, ничего страшного. Можно работать, снимать. Вам хватит зарплаты, чтобы снимать квартиру, особенно если вы какой-то хороший специалист. Увлекайтесь эзотерикой, работайте над собой. Поверьте, ваша жизнь может измениться в лучшую сторону. Просто попробуйте. Ну, вот такие у нас были сегодня философские 3 позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.